в эту сферу зашел с хорошими скиллами. Первый скилл — это юриспруденция, твоя речь, твоя подача, харизма. Сколько примерно денег вы вкладываете в продаваемый вами объект? Мы продаем, по сути, информацию. Мы не продаем недвижимость. Мы не строительная компания. То есть я всем нашим клиентам говорю, мы не боги, но мы сделаем все, что в наших силах. Всем привет! У нас сегодня в гостях Пазылжан, основатель, управляющий директор компании «Квадрат Инвест». Так, точно. Доброе утро. Доброе утро, Пазылжан. Обычно мы разговариваем с гостями о цифрах, но у вас хочется спросить, вот как вы пришли к этой компании? Не сразу же вы взяли и решили открыть? Ну, весьма не сразу, Мгм. однозначно. Хочу сразу отметить, в целом, вот для наших зрителей в начале ролика, что сегодня 2025 год, и бывает такое, что ролики-то, они не имеют срок давности. Вот они как залились, так они и есть. Человек через 5-10 лет меня найдет, за это время могут поменяться некие взгляды, поэтому я сразу вначале хочу отметить 25-й год, так что через 5 лет или через 10 лет вы меня смотрите, возможно, уже что-то поменяется. Ну, скажу сразу, я родился не с золотой ложкой во рту. Семья у меня, в принципе, простая, что мама, что папа, и да и в целом семья. И я, когда уже закончил школу, понимал, что нужно помогать маме, Мгм. надо как-то зарабатывать. На тот Это момент у какой меня, год был? сейчас скажу, 2009. 2009-2006, примерно те года, надо было уже как-то помогать потихонечку. Начал я зарабатывать с 13 лет. Потихоньку там, помню, тогда были карточки MobiCard, помните? Мгм. И вот я тогда там что-то оптом покупал, в розницу продавал, и вот как-то нужно было помогать. Ну, получалось, там, вроде копейку зарабатывал. И вот с 17 лет я начал монетизировать свой талант. Я на сцене вел в школе, в садике там что-то вел, на сцене выступал, и я начал вести мероприятия. Мгм. Да, то есть как-то мне за это платили, я такое здорово, мне нравилось. Работаешь с людьми, образовываешься, учишься и так далее. Ну вот в простонародье тамада, в целом мы себя называли ведущими, шоуменами. И вот оттуда все и пошло. Пошло дело. Потом в один момент, когда я уже женился, и я там маленький ребенок, я сильно заболел, как простудил спину, на футболе играли, вот 3 команды, 2 играют, одна сидит. Это... Пазылжан, я чуть-чуть вот перепрыгнули мы, закончили школу и сразу женились. Там Ну вот закончил школу, мне было 17. 17, С 16-17 2000... лет я начал вести мероприятия. В 22, до 5 лет, получается, я Мгм. веду активно мероприятия, в этом развиваюсь. В институт не пошли? Нет, почему? Я поступил в университет Ага. славянский, юрфак, Мгм. учился на юриста, параллельно вел мероприятия, съездил в Штаты, мне предлагали остаться, я отказался, Мгм. мне там было скучно, да и у меня дома мама, сестренка, я говорю, я их не оставлю, говорю, нет, я вернулся. И также веду мероприятия, женюсь. После окончания универа у меня был выбор либо идти по юриспруденции, Мгм. либо вести мероприятия. То есть вы дипломированный юрист? Да, я дипломированный юрист, я Мгм. работал помощником адвоката, проходил практику в суде. И я понимаю, что на тот момент, там, примерно 500, до $500 стоило взять дело и Мгм. довести его до конца, либо взять мероприятие и тоже довести дело. И разница была в том, что взяв дело, ты не знаешь, когда оно закончится. Суды постоянно откладывают, там кто-то пришел, кто-то заболел, у кого-то корова рожает, еще что-то. И ты постоянно приходишь, работаешь с негативом. То есть ты Мгм. представитель, допустим, да, ты с ним разговариваешь, с тобой ругают, ссорятся, не понимаешь, что ты представитель, и такая негативщина. И у меня был выбор. Либо ты берешь те же самые там $500, ведешь мероприятие, ты знаешь, В когда это этот же день они в этот же день закончились? все, там тебя с радостями, счастливые, там обнимают, целуют, праздник, и ты забрал деньги, счастливый, ушел. Мгм. Ну, соответственно, здесь весы перевалили, я пошел вести мероприятие, все, ушел туда. Потом все, я женюсь, я веду мероприятие, все. Сколько удавалось вести мероприятие по $500? Ну, цена-то росла там периодически, но в целом в месяц доходило до 20 мероприятий. В месяц до 20? До 20. Один месяц у меня было 26 мероприятий, но после этого месяца я сильно заболел, потом понял, давай ты сбавь обороты, это слишком много, ты просто на Я износ. не ошибусь, если умножу их на $500? Не ошибетесь. Конечно, там есть и расходы там, на диджея, на помощника и так далее, там какие-то расходы Но были. большая часть остается. Конечно, большая часть остается тебе, потому Мгм. что, в принципе, фронтмен — это ты. И так вот, все, я веду, отлично работаю, и вот я женюсь, и потом вот как раз тот самый футбол, как сказать, судьбоносный. 2 команды играют, дождик шел, и я оперся вот так, сел на корточки и на сетку. Мгм. И спина, получается, вся замерзла. Я простудил спину, я 2 дня не могу встать с кровати. То есть я Мгм. вот просто лежу, и мне двинуться тяжело, все, я лежу. И вот эти 2 дня я смотрю в потолок и думаю, так, слушай, у тебя маленький ребенок, мама не молодеет, маленькая сестренка, жена с ребенком.
единственный мужчина в семье, нужно что-то делать. Так не пойдет, то есть нужно что-то параллельно, потому что ты работаешь на деньги, с тобой что случится, все, семья вниз. Так, думаю, ну давай. И начал себя пробовать в аграрном все. Я проводил мероприятия, я обращал внимание, то есть был у меня Кто заказчик, да? кто заказчик и И как он... как он пышно проходит, И да? как он легко, то есть у меня было мероприятие, знаете, и он там раз, мы отвечали от начала до конца, то есть мы брали просто деньги, клиент не знал, кто, что, когда приходит, с кем рассчитывать, мы все на себя брали, чтобы человек спокойно наслаждался праздником. Я говорю, Базуян, вот и он мне дает такую котлету в 10 тысяч, держи там, сам рассчитайся, потом я такой, блин, здорово, то есть человек легко расстается с деньгами, я думаю, интересно, чем он занимается? Он занимался логистикой, у него была логистическая компания, у него были свои фуры, я такой думаю, так, надо попробовать тоже. Я открыл логистическую компанию, я нейминг придумал там, то, все, и все уже, и юрлицо зарегистрировал, и логотип придумал, все, я уже думал так, уже считал, сколько фуры стоит, потом посмотрел, какие риски, понял, что у меня нет проводника, который бы меня взял бы за руку и провел бы хотя бы там первый путь, и потом толкнул. Я думаю, слушай, я там, по-моему, в просак мог попасть, и не стало. И это все переросло, мы открыли станцию техобслуживания грузовых автомобилей на Дордое по замену масел. То есть это все переросло туда. Мы с другом открыли, потом я ему продал эту долю. Окей, понял, что не мое, там есть своя специфика, там вот с этими маслами. Я говорю, нет, там есть те вещи, которые с моим принципом не вяжутся. Я такой, я оставил. А что за принципы Ну такие? там к части того, что там могут масла бодяжить как-то, вот это вот все. Я такой, нет, это не мое. То есть я за честные, чистые деньги. Говорю, нет, это не мое, ребята. Потом и всегда все это потом закрылось. Окей. Потом второй клиент. То есть тоже свадьба, тоже мероприятие, тоже это был китаец, здесь уже долго жил, и у него были теплицы. И я думаю, теплицы. Начал изучать теплицы. Сколько нужно денег? У меня тогда капитала не хватило. Я уже все понял, там нужно для рассады и так далее, и так далее. Как конструкции, где строить участки. Понял, что у меня не хватит капитала. Я говорю, понятно, ладно, шаг назад. Потом думали для аграрного сектора сделать эти там такие специальные грабли, которые как лопата-грабли, чтобы легче было там сельскохозяйственникам. В производство решили. Думали там попробовать. Понимаем, что мозгов тут не хватает. Ну, параллельно ведешь мероприятие. Параллельно веду А мероприятия. то такие Нет, параллельно. поиски себя. Нет, я веду мероприятия, я там уже все, я там профессионально. То есть я понял, что все. У меня мама в этом отношении дала мне хорошие принципы. Говорит, Пазлджан, слушай, если у тебя микрофон в руках, тебе не дают права говорить, что попало. То есть знаешь, что ты говоришь, как ты это говоришь, о чем говоришь. То есть в этом отношении там я пошел в театр, к заслуженным артистам, изучал риторику, как говорить, чтобы стилистом ходил, чтобы выглядеть. Вплоть до Первого канала доехал, до школы Первого канала, там, выпускник мастерской ведущих. Я профессионально там, и вот параллельно себя пробую. Там, вот после того футбола. Я себя пробую, и ищу, там, и потом машинами мы начали заниматься. То есть брат у меня занимался машиной, покупал утром, что-то, вечером продавал. Это который год уже до машин мы дошли? До машины, наверное, знаете, это год 2015. Серьезно? 2015 машину мы здесь утром купили, вечером продали. Что-то раз за полдня там $200 заработали. Я такой, прикольно. Там тоже есть такие нюансы были. Или-то мы даже привезли машины с той же самой Грузии, там еще что-то. Но там на тот момент, где я столкнулся, там специфика была, чем больше ты промолчишь или не скажешь, тем больше ты заработаешь. А это, опять же, шло на перерез моим принципам. И я так не могу. То есть, если я где-то вот покрасил здесь, или я здесь поменял, я скажу, вот, Баки, я здесь поменял и покрасил, вот такие запчасти хорошие я установил. А это люди, кажется, не ценили. То есть, здорово, хорошо, там копейку заработал, но не окей. И потом я столкнулся с недвижимостью. Друг мне помог купить одну квартиру. Я сделал там ремонт и продал. Заработал. Флиппинг, да? Или как на тот момент, по сути, сейчас это такое нашумевшее слово флиппинг. Я такой, опа, интересно. То есть честно все, чисто все. Все ты сделал, люди видят, что к чему да как. Окей. А какая математика была? Почем купил, сколько вложил? Сейчас я прямо сейчас четко несу. Это было, знаете, уже 9 лет назад. Купил я где-то за 42, за 43. Вложил туда порядка 7-8 тысяч долларов. То есть, считайте, мне в 50 стало. И где-то я за 54, за 55 тогда продал. Но за него это несколько месяцев, наверное. 2 месяца. Поверьте, для моей первой сделки и сразу заработать порядка $3000, я такой, ух ты, интересно. То есть я такой, прикольно.
То есть Ага. $3000, и там я-то нанял людей, бригадир, я не ходил, ремонт не делал. То есть я нанял специалистов. То есть Ага. каждый занимается своим делом. То Также есть ведешь я также веду, вечера. да, то есть я так днем пошел, все окей, и пошел на мероприятие. И такой, опа, с недвижимостью, здорово. Потом я еще одну квартиру, потом так-то, 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 так-то начал покупать. И потом мы поняли, что ремонт это такая слишком дорого, слишком долго. Мы перестали делать ремонт, мы просто начали покупать и продавать. И, слушай, на этом мы и зарабатывали, я не скажу, что прям шибко много, но и немало. То есть таки интересно было. Ну, сколько процентов удавалось Ну, заработать? в среднем с одной квартиры, в среднем мы зарабатывали от 6 до 8% могли заработать. С Мгм. перепродажи такой. В среднем. И Бывало при такое. этом у вас своя оборотка еще была, да? Не, ну вот был свой капитал. Вот мы на Мгм. эти деньги покупали, и это же продавали. Сколько крутилось у вас? Ну, на тот момент крутилось у нас порядка 100 с лишним тысяч. Мгм. А почему у нас? Кто-то еще Это, был? да, я был с партнером. Я был с Мгм. партнером, который мне помог. Вот мы были с другом моим. Мы как-то вместе скооперировались, давай продавать, покупать и так Мгм. далее. И после чего я Но понял, что, в капитал принципе, общий или капитал, его? капитал общий. Общий Мгм. капитал, там часть моих денег, часть его денег. И, собственно говоря, с тех пор мы начали покупать, продавать, после чего ко мне начали обращаться, слушай, а можешь продать мое? То есть я никогда не продавал чужое. Мгм. Я думаю, ну, почему бы нет? Тут И оборотка не нужна, да? тут и оборотка, по большому счету, не нужна. Ну, там чисто твои мозги. Ну, небольшие вложения, относительно небольшие. И это был первый, я вот как сейчас помню, первый дом в Военно-Антоновке. Который год? Это было лет так 6, 7 лет назад. До коронавируса. До коронавируса. И чтобы вы понимали, Чингис, я тогда не знал, что такое Военно-Антоновка. Я говорю, где это? И Мгм. я туда поехал. Боже мой. Я думаю, для меня казалось так далеко. Я не знаю, что за... И я за 3 недели продал этот дом. И я такой для себя, слушай, послушай, Сколько заработал? заработал я, как сейчас помню, я заработал около 1100 долларов заработал. И я тогда подумал, слушай, Базлуджан, если ты продал дом какой-то там, ну, он не ахти был такой, ну, обычный сельский дом, если ты продал дом в неизвестном месте, то, слушай, ты сможешь продать и все, что угодно. А через что продавал? На Инстаграм тот или... момент я и Инстаграм запускал, и Лалафо запускал, и какие-то еще агрегаторы, но тот объект ушел по Лалафо ушел. Я просто Мгм. помню. Я говорю, откуда вы пришли? Я уже тогда собирал анализ, откуда вы пришли, чтобы понимать, куда давить. Я говорю, с Лалафо. Я такой, понял, хорошо, то есть на Лалафо сделал галочку. И вот я такой, опа, интересно. То есть здесь услугу оказал. Мгм. Здорово. И, собственно говоря, оттуда и пошло-поехал. Я начал уже оказывать услуги. После чего понял, что нужно уже открывать компанию, так не пойдет. И здесь работало такое, что, слушай, если делать что-то, то делать хорошо. То есть Мгм. все, давай открываем компанию, пошло. И вот 4 года назад я уже перешел с мероприятия, я решил уже оставить мероприятие и уйти уже в продажу недвижимости. Помогли вот эти юридические знания? Однозначно. Однозначно. Здесь мне вот тоже мои старшие коллеги, вот тоже мои друзья мои говорят, слушай, ты в эту сферу зашел с хорошими скиллами. Первый скилл это юриспруденция, да, там документы и так далее, буква Второй закона. ведущий, Второй общение. это твоя речь, твоя Мгм. подача, харизма, не боязнь камеры, потому что это на самом деле стоит немалого, да, потому что ты снимаешь что-то, презентуешь, Мгм. и ты делаешь это свободно. И человек, конечно, смотрит с гораздо большим удовольствием, нежели с человеком, который там 2 слова связать не может. Это помогло мне зайти в рынок, отличиться, и тем самым отличиться мне и компании в том числе. Ну вот, собственно говоря, так Для мы и пришли. организации компании что, собственно, было вложено? Просто зарегистрировали компанию, сняли офис. Ну, в целом-то, если механически, то да, по большому Мгм. счету. Но здесь больше время, ресурс, фокус. То есть я поэтому и понимал, что был переломный момент, когда я вел мероприятие и торговал недвижимостью, я понимал, что я и там нормально не делаю успехи, и здесь могу подвести. То есть Мгм. я пошел на мероприятие, я знал, что я мог подготовиться лучше, но я это не сделал, потому что был занят. И я понимал, что, допустим, дай бог, на свадьбу моему сыну, я бы не хотел, чтобы ведущий пришел именно с такой подготовкой. Я Мгм. говорю, так не пойдет. Я говорю, слушай, ну, это неправильно. Люди доверяют тебе там, какое-то судьбоносное событие долгожданное, а ты так вот немножко халатный Мгм. относишься. Я говорю, поэтому, слушай, ну, на 2 стульях не усидишь. Такая русалка, ни рыба, ни мясо получается. Я говорю, давай, нужно прекращать. И оставил это как хобби, там, раз в 2 месяца, если кто-то пригласил, чисто так, как отдушина пошел, дал жару. Но все, я с головой ушел в недвижку. Просто по моим подсчетам, там заработок уже, если учесть, что ценник вырос, ну, чуть ли не 10 тысяч долларов, да, Введение? в введении. Да. А в продажах, ну, это сколько нужно было продавать в месяц, чтобы дойти до такой цифры? Ну, я понимал, что делаю шаг назад, 2 вперед. То есть здесь на перспективу.
И когда я уже 4 года назад решил уйти в недвижку, я понимал, что я хочу создать такую компанию, которую, дай бог, смогу передать своим детям. А насколько меньше был заработок в недвижке по сравнению с ведением вот, в переломный момент? Ну, наверное, в 2 раза меньше. Я не скажу, что 2 раза, сейчас, знаете, потому что были вот эти 5 лет, когда я потихоньку я учился продавать, но параллельно вел. Мгм. То есть я не пересаживался сразу. То Мгм. есть когда я ушел со сцены, я уже просто дал хорошего акцента на недвижимость, и заработок был, ну, почти одинаковый. То есть на период, когда я вот параллельно это делал, я понимал, что на Мгм. недвижке я пока зарабатываю чуть меньше. Но, как, знаете, вот как троянцы, да, нам же нужно было сжечь все Мосты? мосты, да, все корабли и все, чтобы вот назад ходу нет, чтобы не было возможности опять туда вернуться. Я говорю, все, прекращаешь, давай, и потихонечку туда уходишь. И тогда вот с Понятно. этим фокусом я там сделал успехи. Ну, добро пожаловать в наш офис. Давайте проведу небольшую экскурсию. Собственно говоря, этот офис мы взяли, ну, это весь второй этаж здания. Здесь было что-то другое, какой-то магазин. Мы абсолютно весь ремонт переделывали под себя, консультировались со специалистами. Ну, в общем, набрали всех советов и сделали так, как сделали. Эта зона у нас переговорная зона. Здесь у нас проходят и какие-то встречи, переговоры, обучение. Здесь у нас сразу вот как бы и доска есть, такая прозрачная, чтобы удобно было что-то нарисовать сразу, чтобы не тратить бумагу. У нас есть такой принцип экологичности, чтобы не было лишних отходов, бумагу лишний раз не тратить. У нас и мусор даже вот есть, пластик есть, прочие отходы. Ну, вот каких-то принципов мы стараемся придерживать. Ну и здесь у нас такая, нет-нет, бывают накладки встречи на встрече. Мы здесь пока так, бывают встречи здесь проходят, нет-нет, можем в шахматы поиграть. Ну или пока ожидают люди возможности провести встречу в той части. У нас в целом в офисе мало когда бывают все сотрудники, потому что в принципе в нашей работе сотрудников и не должно быть в офисе по большому счету. То есть они не должны быть здесь постоянно, потому что у нас постоянные какие-то осмотры объектов, оценки, показы, выезды, встречи и так далее, и так далее. Поэтому у нас здесь сегодня, ну, сейчас из 8 сотрудников у нас здесь сейчас только 3. Остальные у нас где-то сейчас работают. А рабочие места у нас, мы постарались сделать их максимально комфортными. Если обратите внимание, даже рабочее кресло сотрудника, то есть, ну, мало где в офисе встретишь у штатного сотрудника, ну, вот такое кресло. Ну, мы считаем, что наши специалисты высококвалифицированные заслуживают хорошего внимания. Вот. Ну и столы оборудованы всем необходимым для работы. В целом здесь у нас зачастую, так, знаете, кипят какие-то обсуждения, дебаты, там еще что-то, помогаем друг другу с оценками. Бывает там один подает, ребят, как можно это оценить или еще что-то. Ну и всегда живо. Возможно, сегодня просто наши сотрудники, пока их здесь не так много, но и здесь камера, немножко так вот стесняются. Да? Ну и так, есть некоторые слоганы, которых мы здесь всегда придерживаемся, что все-таки продать это не про то, чтобы впихнуть кому-то, извините за французский, это про дать что-то человеку, чтобы он остался доволен. И вот рядом тоже единственное, что объединяет успешные компании, это счастливый клиент. Все-таки наша конечная инстанция – это сделать человека счастливым, чтобы он потом позже к нам еще вернулся и всегда с хорошими отзывами говорил о нашей компании. Вкратце о нашей компании. В принципе, офис у нас пока небольшой. Нашей компании всего лишь в этом году будет 4 года. Для 4-летнего, так сказать, малыша, в принципе, довольно-таки, на мой взгляд, неплохая компания. Но я думаю, это еще не предел. Будем расти. Сколько людей было на момент регистрации Квадрат Инвест в штате? Я один. Я один и 2 моих двоюродных брата. Братишки мы были. Они мне Мгм. помогали. Вот как раз тот дом военно-Антоновки, они помогали продавать. Я им давал задания, там, делать какие-то такие вот Мгм. дела. И они были студентами, только здесь учились. Но потом мы с ними расстались. И говорю, так, ребят, у них, ну, не было той доли ответственности, которая мне нужна была. То Мгм. есть где-то попустительское отношение, где-то вот, ну, такое еще. И они юноши были. Я говорю, ребят, ну, давайте, сейчас вы своей дорогой, я своей дорогой. Я понимал, что они этим не горят. Я говорю, зачем мучиться? Поэтому Мгм. потом ушли, потом еще пошел. Еще одна знакомая подруга пришла, тоже все дальше. И пытался найти. И, собственно говоря, На потом сегодняшний день сколько человек на работает? сегодняшний день продавцов 8, Мгм. брокеров, их 8. Я как руководитель, 2 маркетолога, там есть свои помощники, есть юрист, есть бухгалтер, есть консультант-маркетолог. То есть здесь уже Ну, команда тут уже больше 10 человек. около 15 человек сейчас уже. На какую сумму надо продавать, чтобы их содержать? Самое интересное в том, что все, внушительное большинство из них, они на проценте. То есть они имеют А, долю то с есть продажи. постоянные расходы это только там бухгалтер, юрист, наверное, и Постоянные расходы, бухгалтер, юрист и офис-менеджер. Мгм. И там, ну, офис и так далее. Ну, такие. Остальные продал,
Хорошо, не продал, Да. То есть у нас сидит. мы с нашими брокерами по недвижимости, мы с ними в одной лодке. То Мгм. есть у него есть свои цели, там, давай, тебе же нужно там, купить квартиру. Давай. То есть мы тебе даем все ресурсы, мы тебя научили, подправим где-то. Мгм. Давай, поехали помогать людям, за это брать деньги, нам будут благодарны деньгами. Насколько вот органический рост был, да, с 2021 по 2025 относительно продаж Квадрат Инвест? Были М, такие пики или, наоборот, спады? В целом стабильный рост за эти 4 года. Я не Мгм. скажу, что где-то был упадок, то есть мы потихонечку держим я как руководитель держу руку на пульсе, чтобы все было стабильно. Был один период, когда 3 месяца у нас вообще ничего не было продаж. То Мгм. есть мы просто сидели, мы такие: "Ну, злой рок, ничего страшного, значит, будет". Но там было такое совпадение, что, нас хотели кинуть. Мы продали недвижимость, как полагается, все Мгм. выполнили свои условия. Но нас решили кинуть, то есть решили дать Не пол заплатить ваш... Заплатили лишь половину. Это Ага. была одна дама, которой мы продали одну квартиру за 300 с лишним тысяч долларов. У нас была комиссия, там порядка около 8 тысяч, что ли, была комиссия. М. Продавали мы там не в Комиссия у вас кратчайшие где-то сроки. 2,5%, что ли? 3%. 3%. 3% была Мгм. комиссия. Мы продавали порядка где-то около 5-7 месяцев. То есть квартира была такая непростая, цена за нее тоже. Ну, мы продали. Мы нашли человека, мы ее продали, реализовали, сопроводили, помогли даже переехать. Ну, как бы так чисто. У Мгм. нас вообще не входило в это. Помогли. И вот когда сделка осуществлялась, нам дали половину. Блин, я случайно все деньги положила в ячейку. Вот осталось в сумке, дайте, а завтра вам половину отдам. Я говорю, не вопрос, хорошо, конечно. Давайте завтра встретимся, Оптимбанк, все окей. На следующий день я приезжаю, здрасте, я на месте, я заболел. Я такой, ну ладно, бывает, думаю, окей, ну можно было предупредить. Я говорю, хорошо, давайте. Через 2-3 дня, я говорю, как дела, все нормально? Там что-то у меня операция. Потом что-то, еще что-то. И я понимаю, это 2-3 недели крутится. И чтобы потом понимали, что я вот так сижу с ее адвокатом. Мгм. То есть и он мне говорит, они должны были на порядка там 3 с лишним тысяч, почти 4, давайте так. И он говорит, мы с ним разговариваем, но он говорит, ну да, да, мы им показываем договор, мы показываем ее подпись, мы показываем договор купли-продажи, то есть у нас есть все основания, у нас есть пункты и так далее. Ребята, у меня здесь сумки 2000, давайте я вам дам, разбежимся. И я такой говорю, слушайте, оставьте их, они вам понадобятся, чтобы оплатить ваши услуги, потому что мы пойдем дальше. Такой, все понял. Я говорю, мы даем 3 дня, чтобы нам оплатили наши услуги, мы честно их отработали, Мгм. если нет, то за вычетом всей пени, а также мы, потому что еще сделали скидку небольшую, за вычетом скидки, пени и так далее, она на сегодняшний день она набежала, потому что у нас есть пункты. Мы будем подавать иск на всю сумму. Это будет невыгодно. Как? И мы этого не хотим делать. Я понимаю, что для меня это будет время, траты. Давайте по-хорошему. Все, через 3 дня нам привезли деньги, мы написали бумагу, что мы получили, все, на этом больше дел не имелись. Интересно. И это, знаете, это один случай, который в досудебном порядке. У нас были судебные процессы. Мы дошли до Верховного суда. Мы первая компания, которая дошла до Верховного суда. Чтобы забрать свою Чтобы комиссию. забрать свою комиссию. Мы заключили договор также, да, люди, то есть мы все потратили ресурсы, начали продавать, уже ищем клиентов, и развешали везде, понятно, и бани развешали, и там в СМИ рекламу, и так далее, и так далее, и так далее, и по своей базе, значит, ну, как механика работы пошла, и вот мы хотим привезти, а мы все нет, не продали. Я говорю, в смысле вы продали? То есть они продали соседям. Мгм. Ну, учитывая, сколько просмотров, например, рекламных роликов, везде развешаны баннеры, вероятность, что узнали именно через нашу рекламу, там 90 с лишним процентов. Ну да ладно, но в целом у нас же условия, у нас есть эксклюзивность. Я говорю, ну слушайте, так не пойдет. То есть продаете только вы, и если оно продалось, то Да, неважно как, все равно да, потому что мы будьте тратим добры. ресурсы, учитывая И это в немало. договоре прописано. Это в договоре все прописано. То есть мы изначально сразу говорим, товарищи, если у вас есть какие-то свои возможности продать, попробуйте сами реализовать. А потом Да? к нам обращайтесь. Если да, мы даже так говорим, если есть, говорю, вот у меня там друзья, знакомые, попробуйте через всех. Если не получится, потом приходите, чтобы потом вопросов не было. Мгм. И все, человек с нами заключает. Ну вот мы сейчас немножко перескакиваем, я сейчас тогда объясню суть нашей работы. Все, человек к нам приходит, мы принимаем объект и заключаем договор, после чего начинаем реализовывать все необходимые ресурсы, тратить, чтобы продать данный объект. И учитывая объем ресурсов, мы претендуем на право эксклюзивности. Мгм. Да, то, что получается, если даже человек продаст брату свату, ну, по большому счету, он не может продать. Он может лишь заинтересовать кого-то, но дальше дожимать нам.
Он может, например, там, не знаю, там, вот, слушай, позвонил, вот меня там Николай заинтересовался моим там участком, образно говоря. Мы такие, дайте номер Николая. Николай, здравствуйте. И мы ему там все документы покажем, расскажем, сопроводим и так далее. То есть он может нам лид, грубо говоря, отправить. Слушай, а есть у вас какой-то период вот этой эксклюзивности? Вы же не Конечно, можете вечность конечно. продавать. И мы не можем, давайте так, мы не можем не только вечно продавать, мы не можем вечно вкладываться в этот объект. Суть нашего бизнеса такова, что в определенный срок я в этот объект вкладываю деньги, да, то есть ресурсы, деньги, внимание сотрудника. За этот период я должен вложить, эти деньги забрать, еще, дай бог, копейку заработать. И сколько примерно этот период у вас, вот этого Ну, мы эксклюзива? берем, в целом, срок продажи объектов у нас длится там от недели до 3-4 месяцев. Это средний период. Вот, примерно. В зависимости от объекта, в зависимости от локации, от стоимости и так далее. Там, Мгм. конечно, имеет место быть еще цена. Если цена рыночная и ниже рынка, то, конечно, он быстрее уйдет. Если цена вверх рынка, ну, выше рынка мы не берем. То есть мы Ну, берем, понятно, то есть, зачем чтобы вам. лишний раз, зачем нам лишняя трата времени, если мы понимаем. Но вы То не ответили на вопрос. Вот период в договоре вашего эксклюзива, он сколько длится? 3 месяца, полгода, год? мы обычно берем от 3 месяцев. Бывает в исключительных моментах мы можем сделать и месяца 2. Мгм. Если понимаю, что, в принципе, у нас есть ресурс, чтобы продать это быстро. Да, или бывает настолько эксклюзивный объект, что мы никогда такое не продавали и не знаем, есть ли на это клиент, мы можем заключить на пробный период, чтобы самим понять. И мы очень часто такое берем. Там кирпичный завод, там еще карьер, например, Мгм. да, то есть обычно это не ядро продаж, но потом там какие-то большие пансионаты, потом какие-то заводы и так далее. Мы смело берем их, не вопрос, давайте попробуем. Вдруг мало ли. То есть мы идем туда, когда не шли, мы смело. Но тогда берем пробный период, чтобы посмотреть, стоит ли овчинка выделки. Мгм. Да, то есть, если да, окей. А так в среднем 3 месяца мы берем обычно договор, чтобы в течение 3 месяцев мы могли что-то поделать. Золжан, есть какие-либо у вас метрики? Сколько вы продали объектов недвижимости? Или сколько квадратных метров? Или на какую сумму? Там, за какой-то период? За прошлый год компания продала порядка на 7 с лишним миллионов Долларов. долларов. На Мгм. эту сумму мы продали объектов. Понятно. И у вас, соответственно, 3% с этого объема, Ну, да? плюс-минус, да, около 3%. Мгм. У нас в целом не везде 3, где-то бывает 2, бывает где-то 2%, бывает где-то и 5%, в зависимости от отдаленности объекта, от сложности объекта, там, жилая, Мгм. нежилая недвижимость и так далее. Регион или, допустим, СКУ или еще что-то. Там процент разный. Но в целом от 40 до 50% выходит сотрудникам, потому что есть младший сотрудник, есть над ним руководитель, то есть там есть бонус РОПа его, Мгм. да, который там руководитель группы, да, который за ним там присматривает. Его там своя часть. Потом половину, грубо говоря, забирает компания и там распределяет еще там и так далее. Но Мгм. нужно еще понимать, что в среднем мы продаем 6 объектов из 10. 4 объекта мы не продадим. Пока на сегодня метрика такая. То есть Мгм. нужно бизнес такой, 10 объектов взяли, в 6 вложили, продали, в 4 вложили, не продали. И Мгм. расходы по этим 4 ложатся на все остальные 6, которые мы продали. То есть поэтому оттуда и комиссия, потому что некоторые удивляются, ну, нужно просто понимать суть бизнеса, да, то есть а иначе как? Иначе Мгм. невозможно, иначе мы просто не выживем. То есть вы не продали и просто возвращаете, да? Ну да, то есть, допустим, представьте, вот мы взяли объект, мы вложились, вот 3 месяца пытались и ресурсами, и временем, и деньгами, ну, не ушло. Время закончилось, сказал, ну, все, простите, да, окей. Но единственное, у нас такой пункт есть, то есть у нас есть акт осмотра, и в течение, например, вот этих 3 месяцев, когда мы продавали, мы показали там 15 людям. Они все вписаны в акт осмотра. Если на протяжении полугода по завершению договора покупает именно этот человек, то он считается нашим клиентом, мы его добиваем, доделываем сделку и получаем комиссию. Мгм. Если покупатель не из числа этих 15 человек и не из числа аффилированных лиц, то как бы мы отношения не имеем. Ну, блин, все здорово, мы поздравим, мы очень рады, что вы продали, спасибо большое, у нас не получилось. Мы не боги, конечно, но делаем все, что в наших В руках. предыдущие годы у вас было меньше, да, соответственно? Конечно, То есть, конечно. как мы говорили, вот такой рост был, да, там Потихоньку, да, сначала 2, потом 3, потихонечку идем на вершину 5 и к Олимпа, да. 7. Да. Идем потихоньку. Ну, то есть в прошлом году 7 с чем-то было. В этом году план моим сотрудникам, конечно, уже гораздо больше. То есть Мгм. план одному из сотрудников мы уже сегодня на этот год поставили 6 миллионов. Я говорю, давай, ты должен продать на 6 миллионов. У тебя все ресурсы есть, вперед из песни, давай. Ищи объекты, продавай, реализовывай. У нас вот на стене в офисе написано «продавай, ищи, развивайся». Это три кита, на чем держится каждый сотрудник. Мгм. Продавай себя, продавай недвижимость, продавай идею, услугу, ищи возможности людей, клиентов, знания и Мгм. развивайся. Да. То постоянно у нас в офисе день начинается, утром пришли, разминка речевого аппарата.
То есть мы разговариваем, мы продаем, по сути, информацию. Мы не продаем недвижимость, мы лишь продаем информацию. Мы не строительная компания. Мгм. Поэтому говорю, ребята, товарищи, давайте 10 минут у нас разминка речевого аппарата. Но это уже с телевидения, пожалуйста, да, оттуда пришло. Я Мгм. говорю, да это база, ребят. А что нужно каждый день? Я говорю, ну ты же профессионал каждый день, поэтому ты Мгм. каждый день должен быть всегда наготове. Мощно. Мощно. Размялись, после этого все садятся за книги. У каждого есть своя книга. Мгм. Все полчаса, это все, это прям в рабочем графике. Пришел, 10 минут, 10-15 минут разминка. Ну, обычно это минут 15 минут, пока все поздороваются, потому как дела. Потом садятся, полчаса почитали книгу, все, и потом садятся за телефон, начинают обзванивать, выезды и тогда и пошло-поехало. Ну и также одно из главных правил для наших сотрудников – это внешний вид. Помимо того, что там он с высшим образованием, прошел обучение и так далее, это внешний вид. Все-таки по одежке нас встречают. Вот сейчас это, поверьте, не праздничный мой вид, это обычная рабочая форма для сотрудника, для мужчины. Это двубортный костюм, это платочек, значок, рубашка, белая рубашка, чистые туфли. Это вот так мы ходим на работу. Ну и дамы, с дамами, конечно, признаюсь честно, чуть сложнее. Мужчины как-то надел костюм, и вот все окей, красивый. С дамами у них очень большое разнообразие, деловой вид у нас превыше всего. Дамы у нас прекрасно с этим справляются. Собственно говоря, как-то так. Знаете, если для сотрудников конечная цель – это счастливый клиент, то для меня это счастливый сотрудник. У нас, помимо вот этих кресел, помимо того, что там день начинается, с чего обучение и так далее, мы стараемся, чтобы наши сотрудники были счастливыми не только благодаря работе, денежному какому-то благосостоянию, но и самочувствию. Мы за спорт, и поэтому, если сотрудники где-то занимаются спортом, мы их без проблем отпускаем пораньше, они могут уходить, потому что тренировки. Мы только за. Приветствуем всегда пищу из дома, чтобы все-таки человек питался домашней едой. Сотрудник, который хорошо себя чувствует и ходит на тренировки, это такой, знаете, энергичный сотрудник, а мы все друг друга питаем. Вы заметили, у всех кресла, у меня вот такой вот стульчик. Это все-таки не просто так, руководитель, казался, на стульчике сидит. Во-первых, я как-то так, с товарищами, с коллегами вместе, и у меня есть там на этот год цель такая своя стоит, поэтому я ее, дай бог, достигну и тоже буду сидеть на таком кресле. И когда все-таки переговоры прошли успешно, у нас есть такая хорошая, знаете, эмоциональная часть, когда ты приходишь с гордостью, говоришь, там все, там дом, там-то там продано, и вот сейчас, когда я ударю, сейчас все начнут, есть определенная церемония, вы сейчас поймете, что тут я что-то продал, такое, все, дом продан, и все начнут, и ты тут в центре офиса словно купаешься в этой славе, тебя осыпают аплодисменты, поздравляют. И это все-таки, знаете, тоже некое такое моральное удовлетворение своей работы, и что ты получаешь некое, знаете, признание, что ты сделал сделочку, и достоин, чтобы тебе поаплодировали, потому что это порой очень непросто. А вы сами продаете ПЗЖ? Я нет. Был тот период, когда я руководил и пробовал продавать, и я понял, что нет, так не пойдет. Все, что, допустим, мне приходит, я отдаю сотрудникам, я говорю, давайте вперед, и курирую. Но курирую. Допустим, где-то по приемке, где-то по оценке, где-то по продаже, где-то, допустим, помочь могу. То есть давай я через свои социальные сети продать, либо кому-то своим предложить, я стараюсь помогать. То есть я не являюсь ответственным лицом. Точнее, давайте, я являюсь ответственным лицом, но не операционным. Человеком в продаже именно объекта. Но непосредственно, конечно, мой взор туда направлен. Если вы ему помогли, у него комиссия та же остается? Конечно. Это в моих интересах. В моих интересах, потому что, давайте так, и все сотрудники относительно молодые. Все с нуля сам ко мне приходили. У меня нет того человека... Вы обучаете, да? Я обучаю. То есть я и сам, пробовал, обучался, и потом ко мне пришел первый сотрудник мой, который сейчас до сих пор работает. Он с нуля абсолютно, он 15 лет был в хорике, он не мог отличить 104 от 105 серии, образно, грубо говоря. И он сел, и я говорю, все, слушай, смотри, как я делаю. Потом так, попробуй это ты теперь сделай. И потом потихоньку, теперь он старший сотрудник. В прошлом году мы его отправили в Таиланд за заслуги по продажам. Я говорю, слушай, отличный результат, держи в Таиланде, слетай. И он полетел туда. В общем, что касается обучения, Чингис, когда я начал путь продажи недвижимости, я пошел ко всем, кто за деньги продавал знания. Я искал в интернете где-то там обучение и так далее. Везде, где можно было заплатить и получить знания, я ко всем пошел. Сходил, посмотрел. Я даже пошел работать в одну из компаний наших. Да, пошел, потому что, если мне система понравится, я там останусь, я уверен, до директора я бы дошел. И такой, окей. Потом понял, что принципы немножко не сходятся, у меня другое видение. Я говорю, нет, я все-таки буду свое открывать. После чего нужно было дальше получать информацию, знания. Я думаю, так, а где у нас классные продавцы? И рынок такой. 3-4 года назад это был Дубай. Он прям
пестрил. Вот это был мой следующий вопрос, но окей. Ну, вот, ну, Потом вернемся к Дубаю. Ага. окей. И я поехал туда, посмотрел, как там работают, послушал, поучился. Я там 3 недели пробовал, объездил все Эмираты, познакомился с компаниями, заключил соглашение о сотрудничестве. Ни черта не продали, конечно, но это уже другая история. И я посмотрел тот уровень, как они работают, как они выглядят, какое у них отношение. Я думаю, вот так надо. Вот это я сделаю в Бишкеке. Приехал такой я, на радостях сейчас как 20 человек позову, как обучу их, а потом, подожди, окей, у тебя платформа готова, ты посадишь, а куда ты посадишь? Во-первых, офиса не было тогда большого. Так, окей, раз. Потом, какую ты платформу им дашь? Да. Какую информацию ты дашь? У тебя есть какая-то методичка? Нету. Я такой, стоп, рано. И я начал вот это. Офис мы большой, 170 квадратов взяли. Потом раз. И CRM-систему подточили, да, чтобы было все слаженно, было все систематизировано. И потом начал писать вот эту штуку. То есть здесь вот 230 страниц. Это, я, признаюсь честно, не видел ни у одной нашей компании такую методичку. Это версия 1.0. Я не скажу, что ей прям можно гордиться. Есть над чем поработать, но Ну, тем в не любом менее. случае выглядит внушительно. Ну вот постарались. Постарались здесь информацию о том, то есть как стиль продажи, оценка, механика работы, вводная часть, и строительные аспекты. Вот здесь все. То есть вот здесь человек может прочитать, уже что-то понять. Но Я это- стесняюсь спросить, Пазылжан, нет ли в планах открыть курсов для риэлторов платных? вот это уже совсем другая история. Мы помогли торгово-промышленной палате это сделать. То есть это немножко другая тема, но пока таких планов нет. Мы обучаем только для тех, кто хочет работать в нашей компании. И обучение длилось, вот мы недавно только выпустили, 3 месяца. 3 месяца учишь? 3 месяца. Месяц человек с 9 до 6 дня сидит и слушает лекции. Мгм. То есть мы меняем спикеров, они приходят, слушают, выполняют задания. Это месяц. То есть он еще не вышел на поле. Месяц он обучался. Потом на 2-й месяц он уже потихонечку Вы выходит на платите поле. в этот месяц ему Как? что-то? Он Платите? нам платит. Мгм, То есть, сотрудник. конечно. У нас принцип на работе, все образование, все курсы мы делаем 50 на 50. То есть какой-то мастер-класс, мы такие, все, половина с тебя, половина с нас. Не потому, что мы там жадные, нет. Потому что человек, не заплатив деньги, он это не примет. Мгм. Поэтому все, ты половину, мы половину. И когда человек приходит новый, я говорю, слушай, а почему их этот принцип не должен касаться? Я говорю, мы им во время наших собеседований, когда человек знакомится, мы объясняли, слушай, у нас такой принцип. Вот на обучение одного сотрудника нового у меня уходит около 300 тысяч сомов. Понятно, что 100 тысяч, например, наш ресурс компании, за это мы деньги брать не будем. Но 200 тысяч мы с тобой делим пополам. 100 тысяч ты, 100 тысяч мы. Он говорит, все понял? Окей, да. И все люди по 100 тысяч нам заплатили. Мы из 55 человек только 5 пригласили на обучение. 5 взяли и вот начали с ними работать. Интересно. Но, поверьте, за 2 месяца стажировки они отбили это X2. Мгм. То есть то есть вот так вот над ними шефство, то есть есть руководитель. По сути, руками этого стажера сделал это руководитель группы. Продаж. Пазылжан, что тебе дает такую возможность уже на раннем этапе найма вот такие непростые условия как работодателя продвигать, и к тебе еще приходят люди? Социальные сети, Вот. известность, статистика. Скажу словами тех людей, которые приходили к нам, Мгм. и все они сказали, Пазылжан, мы идем на вас. Мгм. Я не знаю, я не скажу, что я какой-то прям сверх мощный человек. Ну, люди как-то наблюдают, видят. Кто-то со мной знаком был Мгм. давно, да, так, Пазылжан, давай, все, вот мы идем на тебя, окей. Кто-то видит мою работу, кто-то видит мои продажи, ролики наши, как мы, позиционирование какое-то. Я говорю, давай, все, мы готовы заплатить, давай, поехали работать. Я говорю, все, поехали. Ну и здесь, знаете, груз ответственности. Кто-то работал, поверьте, там 5 лет в таможне, зарабатывал, в принципе, неплохие деньги для, в принципе, этого органа. Он увольняется и идет к нам. Кто-то меняет, работал там 5-6 лет, все, увольняется, приходит к нам и начинает с нуля свой путь, представьте. А у них у всех дети. У нас требования от 28 лет и старше. Молодняк мы не берем. Почему? Ну, давайте так. Человек, когда будет продавать за 300, за 400 тысяч дом, допустим, другому человеку, у которого есть свободные эти деньги, чтобы купить, и с ним будет 22-летний разговаривать. О чем он будет разговаривать? Это же продажа, это мы же выращиваем, растим не только там говорящую голову, методичку, допустим, брошюрку. Нет, это человек. Человек покупает у человека. Все, он должен найти общий язык с ним, потому что элементарно должен понимать разнополость детей. Сколько, соответственно, здесь вопрос, сколько комнат. Соответственно, это сколько площадь. Соответственно, это цена. Где живет, где ребенка. То есть он должен понимать бытовые моменты, чтобы человеку оказать лучшую помощь. Да, а иначе, да, байки, это классно.
Извини, он живет на другом городе. Какой классно, ты здесь это абсолютно не попал. Мгм. Поэтому 28 лет, и люди все пришли с нами с детьми, и у меня такой груз ответственности за этих людей, за благосостояние семей этих людей. Я такой, так, окей. Поэтому как руководитель стараюсь, чтобы все отделы работали, чтобы снабжали всем необходимым ресурсом. И тем не менее нужно еще следить за тем, чтобы они работали правильно, чтобы оказывали помощь населению, чтобы у нас не было таких плохих отзывов, плохих там клиентов, которые недовольны остались. Ты следишь, это, стоп, 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 здесь не так, здесь так. И так далее. И вот, собственно говоря, вот это получилось. Тяжелый труд. Ну, признаюсь честно, это моя первая такая, давайте, книга, которая там удалась. Ну, и книга не назовем, методическое пособие, потому что человек, который прочитает ее сам, он мало что поймет. Почему методическое пособие? Это лишь тезисы, на которые стоит опираться, и из которых дальше лектор все это распаковывает. Мгм. Поэтому здесь лишь такие какие-то тезисы. А кто читает лекцию у вас на обучение? У нас, Ваши сотрудники, у нас вы? есть дипломированный строитель, Мгм. потом есть дипломированный сертифицированный оценщик, то есть по оценке, по строительству, чтобы строительные моменты, как это все строить. То есть мы же продаем продукт, недвижимость, из чего она делается. Потом юрист, какие документы должны быть. А потом оценщик, как это все оценивать. Потом продажник, как это продавать, как коммуницировать с людьми. Потом даже был у нас один из основателей House KG. Вот он нам рассказал про статистику, про цены, про метрики, как цены, как пользоваться приложением, как и так далее. Он пришел, юрист, окей, вводная часть, потом риторика, да, то есть как разговаривать, упражнения, я их на стихах, здесь уже я преподавал, на стихах, я говорю, ребята, учим стихи, Мгм. интонации, выражения, произношение, то есть это было тоже почти там около недели. И вот Мгм. это все, вот лекторов было порядка 8, и они менялись. Подход вообще. Ну, стараемся, Чингис. По крайней мере, мы делаем то, что... Я не видел это нигде. Просто вот у меня это в голове, я это просто делаю, как вижу, так и делаю. И вот пошло. Но и заметил, что обучение, конечно, в каждой компании есть. Оно у всех разное, у каждого свое видение. Но мы стараемся сделать свое. Служан, резюмируя, набирайте объектов где-то в целом за год на 10 миллионов. Из них продаете где-то на 7 миллионов. Комиссия 3%, может быть выше, в зависимости от Может и ниже. сложности. Продаете в течение там где-то 3 месяцев. Если как бы больше, то уже как бы договор эксклюзива теряет свою силу, да и вы уже не особо этим интересуетесь. Ну, в целом, да. Мгм. Но, опять же, если у нас есть договор, если у нас есть срок, то мы делаем это до последнего дня. У нас нет так, месяц остался. Нет, нет. То есть у нас должен быть маркетинг и так далее. Так вы вкладываете деньги, конечно, Ну, вы заинтересованы. Но нет, знаете, я же могу будет сказать, ладно, ребята, это все равно гиблое дело, не продастся, оставьте. Я говорю, нет, если у нас есть срок, у нас просто был такой прецедент, несколько. И мне продажник говорит, вот наш брокер, да там уже, то есть он говорит, и звонков мало, и заинтересованный, и цена там такая. Я говорю, слушай, у нас есть обязательства по договору. Мы до 1 июня должны выполнять свои обязательства. Мгм. Работаем, выполняем. Как надо, рекламу везде даем, работаем. У тебя есть задача там звонить базу, звони. Мгм. Как только день закончится, потом, окей, ты руки освобождаешь, с тебя все, как с гуся вода. Хорошо, продолжая, что я услышал, 15 человек сотрудников, да? А сам не продаешь. То есть я не хожу, допустим, я не звоню по базе, я не вешаю баннер, я не принимаю звонки, я не езжу на показы. То есть в этом отношении и сотрудники они это делают, я это курирую. То есть если Ну, есть судя по всему, умеешь это делать. так я их учил это делать. Ну, Конечно, вот у меня, соответственно, вот другой вопрос рождается про Дубай, да, мы чуть-чуть его Ага. затронули, потому что там метрики, ну, они совсем другие. так. Я там сталкивался, у них комиссия, по-моему, от 2 до 4%, Мгм. ну и продажи уже в миллионах долларов у одного какого-то риэлтора исчисляются. Окей, теперь метрика следующая. Из скольки риэлторов такие продажи? То есть это будет, знаете, 1 из 100. Я, поехав туда, посмотрел, что люди там, находясь, Мгм. копытят, работают, и мало у кого удается там хорошо заработать. Потому что, давайте так, это у кучки, допустим, риэлторов там удается, и мы их видим в социальной сети, мы о них слышим, там на Мгм. каком-то уровне хорошем. Ну, а сколько внизу этих риэлторов? То есть давайте процентном соотношении посмотрим. Это раз. Ну и во-вторых, там рынок немножко другой. И там в целом объекты начинаются от там, 150-200 долларов, 200 тысяч долларов. От. Да, там нет объектов за 50, за 60 тысяч долларов. То есть, извините. Поэтому и цифры соответствующие. Да? А так, Мгм. чтобы там, вот я туда поехал, и мы заключили соглашение, что якобы отсюда будем что-то продавать, чушь полнейшая. Не сказать, что прям чушь, но это нужно работать. Это нужно знать регион,
Это знать надо, чтобы, знаете, вот я вот сижу, Чингис, слушайте, да вот в Дубае, да вот в Марине, там то все, я должен знать, держать руку на пульсе, какая там обстановка, какая... Ездить туда, да, Конечно, постоянно? конечно. То есть либо нужно там на самом на 2 города ездить, и чисто занимаешься так. А так отсюда там взял человека, пошел, продал. Ну, я не знаю, это гением надо быть. Я, наверное, не Мгм. такой. А я скорее даже не к тому, чтобы на 2 города, да, а не думали туда передислоцироваться и там попробовать продавать? Потому что клиентов на русском там много, вот, ну, русскоговорящих, и вы могли бы применить свои вот эти знания, да, и зарабатывать больше. Такие мысли не посещали? Посещали здесь, наверное, как Генри Форд, где он там несколько лет в ангаре, жена ему помогала, он там что то создал, как хотел, а потом раз это вышло, и он пустил это все на конвейер. Так Мгм. вот сейчас я в ангаре, скорее всего. Пока я считаю, что многие могут со мной не согласиться, я считаю, что я еще в ангаре. Я создаю эту систему работы, да, то Мгм. есть мы вот прописывали блок-схему, маршруты, чтобы человек прошел и знал, что нужно делать, какие ценности им управляют. И Мгм. вот сейчас, когда мы здесь покажем хороший результат, потом это можно размножать. Пока, я считаю, пока рановато. Мгм. И тем более там очень бешеная конкуренция, и нельзя в Дубай ехать со стартапом. Туда нужно ехать с четким хорошим бизнесом. Стартапы там умирают, их там топчут. И мне это сказали те бизнесмены, которые там работают. Подожди, здесь очень дикий рынок, вот здесь он бешеный. Здесь нужно ехать с четкими метриками, с четкими цифрами. Ты приедешь, и ты знаешь рынок, ты знаешь свод-анализ, ты взял всю аналитику, собрал, и ты начинаешь работать. Только так. Мгм. Со стартапом сюда даже не суйтесь. Я такой, ну, понял, принято. Давай какие-нибудь советы нашим зрителям дадим относительно вот недвижимости. Где, на твой взгляд, именно на твой взгляд, действительно перспективно покупать квартиру, дом? И мы будем говорить о Бишкеке. Ну и пригороде. Здесь вопрос такой однобокий. То есть здесь вопрос, для чего покупать. Если говорить о выгоде для дальнейшей перепродажи, то, конечно, тогда лучше Выгода. стоит. Да, потому что, ну, жить, у всех есть свои тараканы. Я вот, например, люблю жить в центре. Я вот не представляю, как можно жить на Южной магистрали, мне там вообще не нравится. Да? Ну, Да, мне нравится в центре, вот тут вот есть эти кварталы, ну, все как-то вот хорошо, парки, они уже с большими деревьями, кафешки уютные, да. Вот именно с точки зрения инвестиций, где м, лучше покупать? в строящихся компаниях. Если вы не занимаетесь недвижимостью, и вы просто хотите вложить и продать, то покупайте На у строящих котловане. на котловане. Мгм. Все. Не парьтесь, купили, продали. Есть и другие механики, но нужно тогда заниматься недвижимостью, чтобы вот этот знаете, и чуйка была, и ты чувствовал, где купить, там раз купил, продал, окей. Но это нужно если не занимаешься, или там занимаешься Хороший своими делами, совет. да, если ты Хороший занимаешься своим, совет. там, ты заработаешь у себя там бизнес у тебя, или ты исполнитель где-то, или ты в госоргане, у тебя просто есть деньги, ты хочешь вложить, все, окей, пожалуйста. Есть еще флиппинг. Купил, сделал ремонт, продал. Но вот Мгм. здесь уже ты даешь Тут долю. больше времени. Это уже, конечно, не так, что ты как на рынке, где купить, где продать, но ты уже делаешь ремонт и потом продаешь. Чуть больше затрат, но не так затратно по времени, как, например, заниматься. А так, если просто выгода, просто купить, продать, это строящийся объект. Они однозначно на выходе уже будут дороже. А где лучше покупать? В какой локации? У каждой локации есть свой клиент. Нужно понимать просто цену. И у каждого района в нашем городе есть своя ценевая политика, то есть свой потолок есть. Например, давайте так, где-нибудь возле Дордоя Мгм. премиум-класс, во-первых, не построят, и покупать его не нужно. Мгм. Там нет этого сегмента. Мгм. Премиум-класс, он, давайте так, от Ахумбаева и выше. Ну, еще центр. Центр, Золотой квадрат, Ахумбаева и выше. Вот это премиум. Ну, в среднем. Там, окей, можешь такие покупать. И ты примерно смотришь, почем продаются. Это элементарно сделать. Представьте, котлован, дом Мгм. премиального класса. Посмотри, сколько примерно такой же квадратуры на сегодняшний день стоит готовая уже квартира. И ты будешь примерно понимать. И плюс еще добавляя инфляцию, плюс добавляя еще постоянный рост недвижимости. Да, Цены все-таки растут? конечно, еще будут расти. То есть еще стагнация, по нашим наблюдениям, стагнация будет только на следующий год. Когда уже многие комплексы достроятся, Много квадратных метров выйдет на рынок. появятся, да. То есть у нас же в прошлом году уже говорили, что 30 миллионов квадратных метров не хватает жилой площади в стране. Мгм. Поэтому отсюда и нехватка. Все начали строить. Как только, ну, это по официальным. По неофициальным, я думаю, около 15. Мгм. И вот как только это все уже будет удовлетворено, весь этот спрос, конечно, тогда уже стагнация, тогда уже роста такого не будет. Сомневаюсь, что должен быть спад, это должны быть какие-то политические или там еще какие-то условия, чтобы цены упали. Но в целом А сталкивались с продажей квартир в ГИКе? нет. ГИК, во-первых, сам реализовывает это все Мгм. через свои пакеты, соцпакеты Я и так имею в виду далее. вторичный рынок.
А там же у них условия есть, они же не могут это продавать в какой-то период. М, Поэтому мы же работаем с населением. У нас B2C, у нас 98% нашей работы — это B2C. И мгм. лишь какая-то часть B2B. Поэтому мы в основном с населением, а они не могут, не имеют права какой-то период продавать, поэтому мы туда даже не лезем. Как бы там без нас, ребят, давайте сами. Интересно. Быть контрагентом, допустим, ГИКа, ну, как-то нам не особо интересно, да и не дадут они нам такую мотивацию, чтобы мы занимались. Да и сами, у них не самих получается, очереди, пожалуйста, Да, не надо. конечно, им, Да, по-моему, не да, нужны да, вот я никакие про это и говорю. контрагенты То есть можно в этом отношении на таких позавидовать. условиях. Можно позавидовать в этом отношении. Как бы возвращаясь к ответу на вопрос, где лучше покупать, то в строящихся. В зависимости от Мгм. того, сколько времени ты готов этому отдать. По району везде можно купить. Даже где-нибудь на краю города. Уверен, на каждое ведро есть своя крышка. На каждый товар есть свой покупатель. Вопрос Мгм. правильно оценить, правильно преподнести, все, и дождаться, что он захочет все купить. Окей. Еще один интересный момент. Мы с компанией «Квадрат Инвест» заключили соглашение, и вот недавно передали один объект на продажу в районе Супер, да. Волжского рынка. Да. Надеюсь, у вас получится, Позолжан, Мы его приложим продать. все усилия. То есть я всем нашим клиентам говорю, мы не боги, но мы Мгм. сделаем все, что в наших силах. И мы в этом заинтересованы. И вот тогда я и говорил вот вашему коллеге, после подписания договора мы заинтересованы в продаже объекта больше, чем сам владелец. Это верно. Потом, да, Сегодня какое у нас число? 25-е. Да, 25-е. сегодня 25 июня мы записываем. Объект меньше месяца находится в системе «Квадрат Инвеста». Вот, посмотрим на момент публикации этого ролика, будет ли продан или нет. Вот как он выглядит, сейчас вам покажет. Продаем участок 3 сотки на первой линии. Красная книга. Пересечение улиц Московская и Бещеналиева. Ну и еще один интересный объект я хочу реализовать через Позолжана. Свой дом на Иссык-Куле. Ну что, вот мы с Позолжаном, собственно, и на Иссык-Куле в моем доме поговорили. Позолжан предложил цену, в принципе, на мой взгляд, нормальная. И решил довериться. Посмотрим, как Позолжан справится с этим. Или Ну, правильно сказать, Квадрат Инвест с этим справится. приложим все усилия. Ну давай. Расскажите про пансионат, про соседей, про отношения, возможно. Какие здесь соседи, какие взаимоотношения, насколько здесь приватно, да, что не беспокоит ли, есть ли какие-то нюансы, Ну, плюсы и минусы. здесь самая хорошая история, это то, что основатель и, собственно, владелец пансионата, он тут сам живет, вот, сам всем управляет. В целом, практически всех знаю. Вот кто здесь от нас живет, тоже хорошие люди. Но я не хочу их имена называть, само и чем собой. они Я про занимаются. взаимоотношения. Они такие дружеские, соседские, конечно. потому что, насколько я знаю, здесь эти коттеджи, в принципе, в аренду не сдают. Здесь живут владельцы этих коттеджей. То есть сдаются квартиры еще, да, худо-бедно. Но, насколько мне сказали, коттеджи в аренду здесь не найти тут. Ну, это уже, я ни разу не искал, зачем мне Ну это, да. я вот тут вот кайфую, Ну и и нормально. все. И нормально. И вообще кайф. Зачем Окей. еще такими вопросами А задаваться? сколько в год, какой период, сколько дней в год вы пребываете в этом доме? Слушай, вот бывали месяца, особенно когда дети маленькие были, мы здесь, то есть года, прям 3 месяца в году точно были. Когда был коронавирус, мы вообще полгода здесь проторчали. А вообще я здесь люблю бывать и в феврале, вот, потому что, ну, дом очень теплый, то есть в нем зимой жить вообще без проблем. Тут вообще никого, совсем другая атмосфера. Любил здесь тренироваться, собственно, вот Федерация триатлона в этом доме зародилась. Вот он. 9 февраля 2015 года я начал тренироваться, и с друзьями мы вот в этом доме жили. И на велосипедах вот тут выезжали, бегали, ездили в бассейн. Там, по-моему, был дельфин, что ли, 50-метровый. Вот. И вот так вот с этими друзьями мы основали федерацию. И источник триатлона, рождение было здесь, слушайте. Но это тоже знаково, мне кажется. История. История, да, хорошая аура, так что уверен, тот, кто купит этот дом, его дети будут как минимум заниматься триатлоном. Да, черт его знает. Самый прикол, что мои дети не занимаются триатлоном, но умеют плавать. Ну, уже хорошо. Так, мы внутри, Чингис, знаете, я тут прошелся по вашей гостиной и кухне. Я вам так скажу, вы кушаете в Европе.
У вас пол Европы Я, здесь собралось. я не в курсе, где я кушаю. Это все заказывала моя жена. Я просто платил. Ну, а теперь позвольте, я сейчас просвещу о вашей кухне, что откуда, оказывается. Давай. Итак, раковина, Швейцария. Значит, электроплита, Словения. Духовка, Италия. Микроволновая печь, Корея. Часы, Франклин энд Мёрфи, Италия. Эти стульчики тоже итальянские. Корейская столешница Samsung. Далее у нас идет мебель B&B Италия, японский синтезатор Yamaha, корейский Samsung телевизор. Ну, собственно Два говоря, кыргызских мальчика, но и они да, не это- продаются. Да, Они не их забирают. Их забирают. Ну и, кстати, этот стол, вы говорили, местного Да, производства. это мы здесь заказали, Тоже потому здесь. что вот не нашли ничего такого похожего. И Мгм. такой очень мощный, массивный стол. Ну и такой вести с Италии было бы, конечно, не совсем удобно. Да, наверное, Кстати. можно было, но вот супруга решила здесь заказать. Ну, знаете, если сейчас рядом стояла бы супруга, она бы сейчас мне рассказала бы еще 2 тонна того, что откуда здесь да как. Очень хорошее решение сверху вот это декором сделать в виде дерева, то есть придает очень такой уюта, стены цвета морской волны. Ну, понятно, что где-то на побережье это дом, и сразу чувствуется некий такой уют. Жан, вот вы оценили мой дом, Так. ну и как будто бы не так, как я хотел. Откуда у вас такая цена? Ну, на самом деле, это частое явление, вот, когда вот владельцы не совсем могут, не сразу с нами соглашаются. На самом деле, во время оценки есть несколько методов. То есть оцениваем стоимость земельного участка и стоимость строения. Это называется затратный метод. Также есть сравнительный метод. Мы, во-первых, посмотрели состояние дома, мы изучили каждый бренд. Я посмотрел, как строили, как швы здесь исполнены, то есть какое качество ремонта, какие бренды, какое сейчас состояние самого дома, сколько сейчас стоит построить такое и минус износ. Все-таки давайте, этот дом не вчера был построен, ему уже там 4 с лишним 5 лет. Этот коэффициент мы тоже вычли. И, Дому-то собственно самому больше 10 лет. Ну, я говорю про ремонт. Ну, Есть коэффициент износа строения, то есть, например, здесь монолитное строение, то есть это в данном случае экономический срок службы строения там порядка 100 лет. Поэтому там, в принципе, там коэффициент небольшой. Но ремонт тоже имеет свойство все-таки устаревать, и мы тоже этот момент учитывали. ну, Потом- сравниваете вы с другими домами, вы сказали. Так Да. он уникальный в своем роде. У всех Согласен. остальных пройдетесь, вы поймете, что у нас Согласен. коттедж Здесь есть, совсем вот здесь другой. есть на самом деле один коттедж на продажу. Мы в данном случае брали его состояние и понимали, то есть есть такой аналог, и нужно дотянуть его, сколько нужно вложить в тот дом, чтобы он дошел до этого состояния. Собственно говоря, вот она и наценка на тот дом. Получилась эта цена. Потом мы посмотрели, соседний там дом был продан за такую определенную стоимость. Мы посмотрели, у него тоже есть свои отличия. То есть какая разница между этим домом и тем домом. Вычли немножко. И так получился сравнительный анализ, цена и родилась. Ну и потом момент. Мы поговорили также здесь с жильцами, мы поговорили с администрацией, посмотрели, какой опыт здесь продаж, как часто здесь есть спрос на покупку, на продажу. Также здесь вот и соседи ваших, кажется, знаю половину. С ними побеседовал, позвонил. И, собственно говоря, вот из этих всех коэффициентов у нас, среди этих всех данных сложилась цена. В общем, я решил довериться. Квадрат Инвест, посмотрим, как быстро они продадут за эту денежку. Вот. Потому что денежка, как обычно, она нужна сейчас. Ну да, это абсолютно обычная потребность бизнесмена. Так что, Ложка дорога к обеду. да. Потому что вот почему вот момент, когда вот мы с клиентом разговаривали, говорю, мы заинтересованы больше. Он говорит, почему? Я говорю, слушайте, потому что мне нужно вложить, вытащить деньги, еще заработать. Вы понимаете, это ваш аманат, который, ну, он стоит, и, ну, классно, с моментом растет каждый год, тенденция роста недвижимости, окей. А я к этому объекту имею лишь отношение к какой-то срок. Как только этот срок закончился, все, я потерял все свои ресурсы, которые вложил. Поэтому я заинтересован больше. Они такие, ну, здорово, окей, отлично. Ну, и вот как-то по такому принципу мы и работаем. То есть все, поехали, ребята, у нас Вы есть каждый раз подчеркиваете, что вкладываете в этот проект. Сколько примерно денег вы вкладываете на вот продаваемый вами Вот объект? хороший вопрос, Чингис. Самое интересное в том, что не в деньгах счастье, да? Ну не в деньгах, не в деньгах суть. Конечно, само собой мы их вкладываем, само собой. То есть у нас ходит на маркетинг. У меня может на один объект в месяц уйти на рекламу этого объекта около $1000. Казалось бы, немного, но представьте Да таких... нет, много, по-моему. Вот так. Представьте, во-первых, там какие-то ролики, ресурсы и так далее. Во-вторых, нужно понимать, что у каждого сотрудника ограниченное количество объектов, которые он может взять. Максимум 20. Больше 20 объектов он не может брать, потому что продажа требует внимания.
Если у тебя 50 объектов, так извини, какое внимание ты можешь дать объекту, и успех продажи его будет крайне ничтожен. Поэтому 20 объектов, как только 20, я говорю, все, пока не продашь, нового не берешь. Ну, признаюсь честно, до 20 у нас мало кто доходил, то есть как-то около 12, 13, 15, потом продается, берется, и так далее. Мгм. Что отличает нашу компанию от наших коллег, партнеров на рынке, это, наверное, принципы и ценности. Мгм. Во-первых, в части механики это внимание объектам и максимальное количество объектов, да, которые можно на себя взять. То есть я такого не встречал еще по компаниям ни у кого. Во-вторых, есть ценности в части образования, и у нас специалист всю сделку делает от начала до конца. То есть от приемки, от телефонного звонка, то есть, понятно, ему лид передают уже готовый, и до того момента, когда он передаст документы. У нас нет такого, что договорился один, продает второй, сделку осуществляет третий и так далее. Мгм. У нас один человек от начала до конца ведет человека за руку. Это раз. Во-вторых, отношение к сотрудникам. У нас практикуется помимо речевой разминки и чтения, у нас практикуется дневной сон еще. То есть Мгм. мы специально каждому сотруднику купили такие кресла, которые можно откинуть, ноги, допустим, подвесить и на полчаса вздремнуть. Потому что мы работаем с людьми, нас высасывают встречи, показы, жара, зной и так далее, где-то по стройкам шастать. Конечно, человек может прийти на полчаса, и если человек спит, мы стараемся максимально ему не мешать, потому что он перезагружается. Он не Мгм. лентяй, он перезагружается, чтобы еще оставшиеся 4-3 часа работы провести плодотворно. И мероприятия наши. Мы недавно провели классный новогодний корпоратив «Чингис». Мгм. Мы пригласили родителей. Ну, представьте, сотрудникам 30+, и они пригласили своих родителей к нам в офис. Пригласили жен и родителей. Маму, папу пришли к нам посмотреть, где работает. Я никогда не видел таких взрослых детей. Вот позиция, то ли он специалист, как бы, извините, там, миллион туда, миллион сюда у него, а тут он ребенок, он сын, он там сын мамы, сын папы, и они все такие детьми стали, и мы всех родителей пригласили, показали экскурсии по офису, там, что, чем занимаемся, рассказали про ценности, сделали Мгм. подарки, там же лучшим специалистам вручили какие-то призы, поездки, там, Таиланд и так далее. Это был лучший корпоратив, который мы сделали, то есть это, блин, круто, это прошло круто, и вот такое вот семейное отношение к каждому сотруднику, и очень близкое, оно очень ценно. Потому что в моем бизнесе основной ресурс — это человек. Этот человек, он мой партнер. Вместе с ним мы делаем сделки эти, сделка-оборот, и там получаем прибыль. Поэтому отношение к людям вот у меня превыше всего. В команду тоже мы смотрим ценности, честность, порядочность, да, то есть и желание развиваться. Бывали такие люди, приходили к нам на собеседование, они честно говорят, но я говорю, а ты читаешь книги, то есть вот есть мотивация? Ой, я вообще читать не люблю. Нет, да я все знаю. Я говорю, человек, который все знает, нужно от него бежать. Я говорю, окей, все, спасибо большое, нам не по пути. Хочу вам пожелать удачи в развитии. Вот, дай бог, у вас будет больше сделок, людей. Ну и, конечно, побыстрее вам продать мои объекты. Озун Приложим все усилия. Удачи! Спасибо большое.